Время новостей на канале Абаза, в студии Марина Будба. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Память о герое и благотворительность семьи Гвазава. Гудаутскую 4-ю школу имени Оскара Гвазава открыли после ремонта. Специальный репортаж программы. Межкультурное общение, контакты и конфликты. Круглый стол состоялся в Абхазском государственном университете. «Мир без границ» – международный инклюзивный фестиваль детского и молодежного творчества впервые в Абхазии. Начнем выпуск с международной повестки. Президент России Владимир Путин провел в четверг телефонный разговор со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны обсудили конфликт на Украине и двустороннее взаимодействие. Как сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, разговор состоялся по инициативе российской стороны. Особый акцент в ходе телефонного разговора президентов Российской Федерации и США были сделаны на вопросах, связанных с конфликтом на Украине. Владимир Путин дал подробные оценки сложившейся ситуации, подчеркнув заинтересованность российской стороны в достижении мирного политико-дипломатического решения. Путин и Трамп обсудили возможность проведения очередной личной встречи, которая может быть организована в Будапеште. Помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков также уточнил, что подготовка нового саммита Российской Федерации и США начнется с телефонного контакта между госсекретарем Рубио и министром иностранных дел Лавровым. Белый дом позитивно оценил состоявшийся телефонный разговор Путина и Трампа. Указом президента Абхазии Бадры Гунба создана Государственная комиссия по увековечиванию литературного и научного наследия Баграта Шинкуба. Указ подписан главой государства по итогам совещания, прошедшего с участием представителей правительства, а также творческой и научной интеллигенции. В ходе обсуждения народный артист Абхазии Надар Чанба предложил учредить ежегодный фестиваль имени Баграта Шинкуба и проводить его в родном селе поэта Члоу. По словам Чанба, фестиваль планируется сделать трехдневным, объединяющим поэзию, музыку и искусство, ведь многие песни написаны на стихи Баграта Шинкуба. Глава государства поддержал инициативу и сообщил, что в ближайшее время будет подписан указ об учреждении фестиваля. Кроме того, на совещании обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к 110-летнему юбилею народного поэта, который будет отмечаться в 2027 году. Баграт Шинкуба – член Союза писателей Абхазии СССР Российской Федерации, действительный член Академии наук Абхазии, лауреат Государственной премии имени Гуля, кавалер ордена Ахдапша первой степени. Распоряжение о призыве на военную службу в октябре-декабре 2025 года подписал премьер-министр Абхазии Владимир Делба. Согласно документу, призыв, контроль и итоговая отчетность возлагается на Минобороны. Администрациям районов и города Сухум поручено создать призывные комиссии, обеспечить их ресурсами и организовать явку призывников. МВД выделить представителей в комиссии и заниматься розыском уклонистов. Кроме того, Минздрав должен направить врачей для медосвидетельствования и обеспечить оборудование, а Минпросвещение контролировать явку обучающихся и сбор документов для отсрочек. Вице-премьер Джансух Нанба провел заседание Государственной комиссии по монументальному искусству. Члены комиссии приняли решение объявить открытый конкурс на лучшее скульптурное изображение основателя населенного пункта Гал Танбагу Кецба с целью установки памятника в городе Гал. Конкурс будет объявлен и проведен Министерством культуры. Комиссия также рассмотрела проекты скульптурного изображения народного поэта Ио Когоня, представленные скульптором Амираном Адлиба. Из 6 эскизных проектов выбран один. В течение 3 месяцев автор представит окончательный вариант скульптурного изображения. Скульптуру установят в сквере имени Ио Когоня, в том месте, где ранее стоял памятник поэту, разрушенный в годы Отечественной войны народа Абхазии 92-93 годов. Спикер парламента Абхазии Лаша Ашуба и депутат Астамур Джопо приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 30-летию парламента Республики Северная Осетия Алания. Мероприятия прошли 17 октября во Владикавказе. В рамках торжественных мероприятий состоялась церемония возложения цветов к вечному огню у мемориала славы. Лаша Ашуба участвовал в рабочей встрече, которую провел председатель парламента Северной Осетии
Теймураз Тускаев с руководителями делегаций, прибывших на торжества во Владикавказ. Соглашение о сотрудничестве подписали Минпросвещения Абхазии и Российский государственный гуманитарный университет. Документ предусматривает обмен опытом в сфере образования, развития научно-технического сотрудничества, совместное участие в национальных и международных проектах, а также обмен информацией по интересующим сторонам направлениям. Министр просвещения Абхазии Хана Гунба и ректор РГГУ Андрей Логинов подтвердили намерение развивать долгосрочные партнерские отношения и продвигать совместные интересы в образовании и науке. Об этом сообщает Минпросвещение. Новости Генпрокуратуры. Уголовное дело по обвинению Айнара Цвижбы направлено в суд. Он обвиняется в умышленном убийстве Натии Бахтадзе, совершенном 28 июля 2023 года в городе Гал. 31 июля 2025 года дело направили в суд для применения принудительных мер медицинского характера, но вернули прокурору. Медэкспертиза признала Цвижбу дееспособным, он может предстать перед судом. Жительница Гала Натия Бахтадзе пропала в конце июля 2023 года. По подозрению в убийстве был задержан 26-летний Айнар Цвижба. Он заявил, что утопил тело Бахтадзе в водохранилище 3-й перепадной ГЭС на реке Ингур. Уголовное дело по факту убийства Аслана Асландзе возбуждено прокуратурой Ачимчирского района. По данным следствия, 10 октября около 18:00 в селе Атара в ходе конфликта трое подозреваемых Вячеслав Асландзе, Мран Асландзе и Арсоу Киут нанесли ножевые ранения жертве в области бедра. Преступление произошло в салоне автомобиля Toyota Вокси. Асландзе скончался от полученных ран. 12 октября были задержаны Вячеслав Асландзе и Арсоу Киут. Они взяты под стражу на 1 месяц. Мран Асландзе объявлен в розыск. С 17 октября в Сухуми стартовал проект «Прошагай Абхазию». В проекте участвуют 7 городов республики: Гагра, Гудаута, Новый Афон, Сухум, Ачимчир, Ткуарчал и Гал. В каждом из них будет разработан уникальный туристический маршрут, рассчитанный на 1,5–2 часа пешей прогулки. Участники прогулки не только наслаждаются живописными видами столицы, но и создают цифровой путеводитель – карту достопримечательностей. Каждый шаг в пути – вклад в популяризацию природной и архитектурной красоты Абхазии. Участники из других районов страны присоединились к торжественному мероприятию по онлайн-трансляции, после чего каждая группа начала движение по своим маршрутам в своем городе. Я рад приветствовать всех участников проекта «Прошагай Абхазию». Я рад видеть такое количество людей, которые участвуют в этом проекте. Я сам рад быть частью этого замечательного события. Хотелось бы пожелать всем в этом проекте познать еще больше Абхазию, узнать наши традиции, обычаи. У нас множество исторических мест, где можно посетить их. Хотелось бы вам пожелать найти кучу приятных эмоций, друзей, получить незабываемые впечатления. И чтобы этот проект дал импульсом для того, чтобы еще больше людей приобщались к нему, чтобы о нашей стране узнало как можно больше людей. Пожелать всем, конечно же, удачи и всего самого хорошего. Спасибо. Будьте на связи. Круглый стол на тему «Межкультурное общение, контакты и конфликты» начал работу в Национальном университете. В мероприятии приняли участие ученые-языковеды и филологи из регионов России, а также профессорско-преподавательский состав АГУ.
В ходе совместной работы ученых возможно подписание дополнительного соглашения между филологическими факультетами МГУ имени Ломоносова и Абхазским государственным университетом. На открытии круглого стола побывала наша съемочная группа. Круглый стол, посвященный межкультурному общению, контактам и конфликтам, проходит в стенах Госуниверситета вот уж третий год подряд. Традиционно в рамках мероприятия видные ученые-языковеды и филологи, представители ряда вузов России и профессорско-преподавательский состав Абхазского государственного университета проводят комплексную и всестороннюю работу по самым актуальным и значимым вопросам языкознания и культуры. По материалам круглого стола будут опубликованы в данном случае 12 работ от нас, 15 работ от Адыгейского университета, и Адыгейский университет на себя берет издание вот этих материалов. Они будут иметь огромное значение, потому что на этом круглом столе поднимаются вопросы, связанные с межкультурной коммуникацией. Мы знаем, что мы живем в постоянно меняющемся мире, что вокруг нас очень много народов, языков, и вопросы коммуникации обретают особую актуальность, потому что они позволяют, правильно выстроенная коммуникация позволяет предупредить возможные конфликты общения. Круглый стол проходит под эгидой видных университетов – МГУ имени Ломоносова, Адыгейского государственного университета и АГУ. Главная задача межкультурного общения ученых, связанных одной сферой и единой научной страстью – взаимное обогащение, развитие взаимодействия между вузами и профильными специалистами. На этом круглом столе происходит обсуждение вопросов, которые раскрывают языковые коды наших языков. Значит, они говорят о русском языке, мы говорим об абхазском языке, и мы говорим о языковой картине мира в Абхазии. Это тоже картина мира, которая отличается от языковой картины мира России. Я думаю, что такие контакты, они позволяют на самом деле лучше узнать друг друга. Как отметила Фатима Даутия, в рамках мероприятия возможно подписание соглашения о сотрудничестве между филологическими факультетами АГУ и МГУ в дополнение к уже существующему договору о сотрудничестве между вузами. Продолжение работы в плане работы над круглым столом, которые с возможными публикациями. Это как огромный большой проект, который мы планируем. У нас еще не было обсуждения деталей, но сегодня первый день работы, и вот они предлагают такое региональное исследование языкового сознания народа Абхазии. То есть народы, черкесские народы там будут представлены, и Абхазия, вот она будет как бы такой международный компонент вносить. Но помимо того, что мы братские, мы в разных государствах, и у нас немножко другая языковая ситуация. И вот нам представляется, что по итогам вот этого проекта у нас будет составлен ассоциативный словарь на русском и на абхазском языке. И помимо этого, значит, у них, естественно, конкретные предложения по обучению бесплатно в докторантуре, в аспирантуре, в магистратуре МГУ на базе кафедры. Среди приглашенных спикеров профессора кафедры общего и сравнительно-исторического языкознания МГУ, в том числе заведующая кафедры, представители Самарского национального университета имени Королева, ученые из Майкопа, доктор филологических наук, профессор СНУ Ильчин Гашинов впервые прибыл в Абхазию. Он представил коллегам доклад, посвященный конфликтам культур и роли медиации в современном обществе.
Сегодня мы поговорим вообще о роли лингвокультурологии в современном мире и рассмотрим вопросы, связанные с диалогом культуры, и как нам минимализировать те конфликтные ситуации, которые происходят в рамках диалога культуры, межкультурной коммуникации, и вот найти какие-то общие вопросы, решения в этой проблематике. Существуют разные оценки, разные взгляды, разные научные школы, и как раз-таки вот консолидация научных школ как раз-таки позволяет найти общие концепции вот в решении разных тех проблем, а именно сейчас мы находимся в мире, когда много новых вызовов, где мы как раз-таки должны решать совместными усилиями, потому что наука движется, и те новые направления, которые у нас в России, те направления, которые в Абхазии, очень интересны, и мы как раз-таки находим точку соприкосновения в данных вопросах. Программу мероприятий, завершение которых планируется 21 октября, продолжат курсы повышения квалификации для профессорско-преподавательского состава филологического факультета и, конечно, лекции для студентов от гостей республики. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. Двухдневную просветительскую программу провела лаборатория АГУ МГУ. Лекцию на тему «Цивилизация России» 16 октября прочел в АГУ начальник управления президента России по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев. Он подробно рассмотрел структуру российского цивилизационного кода, указал на разницу в траекториях развития России и Запада. 17 октября состоялась встреча членов Центральной избирательной комиссии России Андрея Шутова и Антона Лопатина со студентами и преподавателями. Тема встречи – избирательная система, традиции, инновации. Рассказывая об основных принципах российской избирательной системы, декан факультета политологии МГУ Андрей Шутов отметил, что это открытость и устойчивость. Выступление Антона Лопатина содержало сравнительный анализ российской и абхазской избирательных систем. Большое внимание было уделено вопросам автоматизации избирательного процесса и борьбе с фальсификациями. По словам организаторов встреч, просветительскую программу планируется реализовать на постоянной основе. Об этом сообщает отдел информации и медиакоммуникации университета. Девятый международный арт-пленэр «Краски осени» Абхазии продолжается выездным мастер-классом в Новом Афоне. Абхазские студенты проводят целый день вместе с художниками, преподавателями из России, вместе выбирают локации, вместе пишут картины и обмениваются опытом. Подробнее Надежда Боровикова. Мастер-классы и лекции для студентов, совместные пленеры в живописных уголках Абхазии – вот программа ежегодного международного фестиваля «Краски осени Абхазии». Сегодня его участники работают в Новом Афоне, где опытные художники, педагоги из России Елена Паснова и Татьяна Нечеухина проводят мастер-класс по живописи для абхазских студентов. Лично я в свое время жила и работала в Перми, сейчас я работаю в Москве. Тогда эти отношения замечательные у нас сложились, и мне очень нравится приезжать и участвовать именно в этом пленэре, потому что это совершенно другой мир. То есть представьте себе, это человек там уральский, привыкший к нашим холодам, морозам. Вот, например, когда мы первый раз сюда прилетели в 2015 году, у нас там уже лежал снег. И понимаете, конечно же, окунуться в совершенно другой мир, другую природу для художника – это вот такая замечательная практика, когда ты меняешь палитру, меняешь цветовые отношения, тональные отношения. Здесь все другое, другой цветовой мир. Так, здесь все замечательно. Единственное, что может быть что-то немножко с перспективкой. А вот тут вот молодец, все хорошо построила. Посмотри вот эту часть, перспективу. Здесь что-то меня... Может быть, вот эта линия не на месте. Чуть-чуть ее надо опустить. Вот здесь. Нарине Маркосян – студентка 6-го курса отделения живописи Абхазского госуниверситета, и это ее 4-й арт-пленэр «Краски осени Абхазии». Нарине уверена, что фестиваль очень помог ей улучшить профессиональные навыки, потому что это возможность учиться у выдающихся художников из других стран. Эти пленэры, именно когда к нам приезжают другие художники, наши педагоги, у нас есть практика летняя, когда мы рисуем в городе с педагогами. Однако, вот когда другие приезжают, еще интереснее, потому что вот нам устраивают мастер-классы, у каждого художника свое видение, каждый что-то рассказывает. И информацию ты знаешь, но всегда что-то новое тоже узнаешь. Также проводятся же лекции всегда разные, вот именно по живописи, по дизайну и так далее. Мастер-классы не только маслом и акварелью, у нас бывали мастер-классы, так что это очень
важный, мне кажется, опыт для художников, так как мы всегда пишем в мастерской, в какой-то закрытом пространстве обычно, выходить на улицу, писать природу – это нужный опыт. Неожиданно, но педагоги тоже учатся у студентов. Татьяна Нечеухина заведует кафедрой живописи и композиции в Уральском филиале Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова. Она лауреат различных художественных премий и член Союза художников, но все еще открыта к новым знаниям. Вы знаете, приезжаешь всегда, как поделиться опытом, но на самом деле больше берешь даже, если честно. Всегда кажется, что ты мудрее кого-то, оказывается не так. И это тоже ваши студенты. Потому что бывают такие открытия, когда, казалось бы, ты игнорируешь все правила и нормы, которые мы все время впихиваем и говорим, и вдруг получается. И тогда начинаешь задавать себе какие-то вопросы, как он смог это сделать, как бы обойдя то, что нужно было бы сделать. Поэтому это всегда очень интересно, это всегда открытие, это всегда какие-то удивления. И с каждым годом это прямо заметно, что студенты тоже, они становятся более активны, более раскрепощенные, более свободные в письме. Махарбек Тибилов из Южной Осетии впервые участвует в фестивале, но в Абхазии, конечно, бывал и раньше. Живописец до глубины души, он искренне восхищается красотой Абхазии и на пленэрах работает очень быстро. Пока у водопада идет мастер-класс для студентов, он успел поработать у Новоафонского монастыря и уже развернулся на второй локации. Очень хочет написать панораму Нового Афона. Любой художник, конечно, он одиночка. Это все-таки работа с самим собой. Но эта атмосфера, когда тебя поддерживают, когда тебя любят, когда тебя на руках носят, мне даже неудобно, мне стоит заикнуться о чем-то, и мне сразу уже несут, летят, холст приносят, краски, все подносят. Прямо чувствую себя каменщиком высшей квалификации, которого подмастерья, которого эти всякие, не знаю, помощники. Я могу даже зазнаться и подумать, что я в самом деле художник. Еще один день остается у участников фестиваля для работы в поле. Уже в воскресенье все созданные за прошедшую неделю работы пройдут строгий отбор, и лучшие из них будут представлены на итоговой выставке, которая откроется 20 октября в Абхазском государственном университете. Надежда Боровикова, Владимир Капуза, Абаза ТВ. В рамках проекта по созданию фильма о визите первого президента Абхазии Владислава Арзенба в Турцию в июле 1992 года съемочной группой была проделана большая работа в городах, которые посетил глава Абхазии. В ходе рабочей поездки журналиста Фаины Мату, режиссера Виолы Кокоскиры и оператора Астаму Ракаба собран богатый материал о деталях и значении визита Арзенба в Турецкую республику. Герои фильма делятся размышлениями об этом и рассказывают свои личные истории. Предлагаем вашему вниманию цикл из интервью, записанных к фильму «Пстазарас и Коп Садгелуб». Первая беседа с писателем, экс-председателем комитета по репатриации Анзором Мукба. Комитет Владиславе Бзорал и Пцаханза. Юра Аргуни Сариус и Цаон. Ассоциация по связям с соотечественниками за рубежом. И тахцай да габардов хабхи прзахан. وحفيدتي حدغان سيز سنة يشغل صوجي ويتسعي بريالا زنا بس يبدين يحاولش أشار باتشيكا جنا университет أزقصر شخصا أنايسي إيطالي ورت شما حمزر جارين خيط وبرتخوا الناس يا وزقان ورلا شارلا Здеге рареге анхареге мапсны иқуахтысхва хасирман. Вата можни овдешекого про паспорт усогов ирчаглоз маджзамс. Аха иззамуздыгазерге иззаваз рычкылганы яйт абрей бешерц. Интервью с экс-председателем комитета по репатриации Анзором Мукба смотрите в воскресенье 19 октября в 19:30.
Гудаутская школа номер 4 имени Аскара Гвазава открылась после реконструкции в минувшую среду. Капитальные работы провели за счет средств семьи предпринимателя Эдгара Гвазава, чей брат, герой Абхазии Аскар Гвазава, награжденный званием посмертно, учился в этой школе. Все послевоенные годы бизнесмен поддерживал учебное заведение, но в этом году было принято решение о масштабной реконструкции. Что из этого вышло, в репортаже Марианы Котовой. Занятия в Гудаутской школе номер 4 начались на 1,5 месяца позже, чем в других учебных заведениях – 15 октября. А все потому, что здесь проходила масштабная реконструкция. Капитальные работы провели за счет средств семьи предпринимателя Эдгара Гвазава, чей брат, герой Абхазии Аскар Гвазава, награжденный этим званием посмертно, учился именно в этой школе. По словам директора Мананы Ардзенба, каждый год в день его смерти, 26 сентября, ученики школы отдают дань памяти выпускнику-герою. Каждый год мы вместе с учениками посещаем могилу. Они должны знать героя, чье имя носит их школа. 26 сентября у нас утро начинается, что мы едем в Джирхву на возложение. Возвращаясь в свою родную школу, здесь мы проводим линейку, мероприятия. Каждый год приглашаем семью, родственников и его одноклассников. Аскар Гвазава был прилежным учеником и хорошим товарищем. Так о нем говорит его двоюродный брат и соратник Геннадий Маан. Учился он хорошо, это знают учителя. Закончил школу, поступил в Куйбышевский, сейчас это город Самара, плановый институт, на бухучет промышленный анализ хозяйственной деятельности. Потом, закончив 3 курса, и когда мы все уже оттуда уехали, он не стал один оставаться, он перевелся в наш государственный университет абхазский, где его и закончил. Аскар Гвазава был бойцом Гумистинского фронта, командовал группой разведчиков, а на войну он буквально сбежал. В 1992 году он был уже довольно успешным московским бизнесменом, но узнав, что на родине война, оставив записку со словами «Я не могу иначе», отправился защищать Абхазию. Как вспоминает Геннадий Маан, он был одним из тех, кто умел подбадривать товарищей в самые горькие и страшные дни и даже затевал безобидные шалости. Было такое, когда формировались эти подразделения, и они имели какие-то рации такие, в общем-то, простенькие, примитивные, и они там поймали волну по радиоприемнику, там типа «Голос Америки», что-то такое, и они там решили прикалываться и, такую эту вещь начали рассказывать про подразделения и так далее и тому подобное, и дали послушать там непосредственно командирам, и они в восторге. Вы представляете, как нас знают уже даже в Америке в таком духе. А это была шутка этих ребят. Погиб Аскар в Сухуме за полдня до освобождения столицы. Его разведгруппа должна была выяснить, что происходит на Сухумской горе. Бой завязался у подножия на одной из улиц, ведущих к обезьяньему питомнику. На месте его гибели стоит фонтан. Они уже первыми спустились в город, первыми из всех подразделений. На вокзале еще бои шли, еще близко туда никто не подошел. Первыми они спустились и раздислоцировались в районе по улице Эш, бывшая Чочуа, где спортзал. И не доходя до нынешней детской больницы, там его именем даже фонтанчик поставили, и там на углу улицы Чочуа, бывшая, и Кипарисовая завязался бой, где он был смертельно ранен. У него была перебита центральная сердечная артерия. 30 лет семья Гвазава помогала школе, в которой учился Аскар. То заменой окон, то дверей, то ремонтом холла. Для школьной библиотеки закупали учебники, пока Министерство просвещения не могло себе такого позволить. В этом году было принято решение решить вопрос с ремонтом радикально. Для этого семья Гвазава подключила как московских, так и местных специалистов и рабочих. У нас есть, конечно, определенный опыт стройки, и есть
архитекторы ведущие, которых мы подключили сюда, да, и по бригаде строителей мы здесь нашли рабочих, привлекли своих из Москвы тоже, и в такой коллаборации сделали это достаточно в короткие сроки, за 4 месяца получилось. Мне нравится дизайн, что она выполнена в современных, так скажем, тонах, да, и уже с современной инфраструктурой, которая нужна школьникам, да. Соответственно, также очень важно для учебы, чтобы дети, которые сюда ходят, они чувствовали комфорт, да, и уют, и хотели бы здесь находиться, и здесь это все имело как бы огласку, так скажем, в архитектурном дизайне. По словам Дмитрия, дядя всегда для него был ориентиром мужества. Это мой герой, так можно сказать, да, который всегда был ориентиром для меня и для нашей семьи, таким, на которого хотелось быть похожим. Школу имени героя Абхазии Оскара Агвазава сегодня можно смело назвать самой стильной среди учебных заведений Абхазии. Сначала было задумано капитально отремонтировать ее, но когда работы начались, то стало понятно, что нужна полная реконструкция. Первоначально планировалось провести просто ремонт, обыкновенный ремонт. Но увидев эту школу, посмотрев на нее своими глазами, плачевное состояние, разбитые двери, разноформатные двери, все из разного материала. Дальше отопление было у них старое, еще радиаторное. Поэтому было принято решение сделать не ремонт школы, а реконструкцию. Реконструкция – это совершенно другие сроки, другие объемы работы, другие людские ресурсы, материальные затраты. Все работы здесь произведены по российским строительным нормам, правилам и ГОСТам. Даже мощность освещения в классах теперь соответствует требованиям. Все материалы в основном используют здесь КНАУФ, то есть качественные материалы были. Потолки все тоже кубообразные потолки. Дальше дизайнерские светильники в личных маршах сделаны. Все освещение пришлось сделать по соответствии с нормами СНИП и по ГОСТу в классах. То есть стояло раньше там 3 лампочки, там 4 лампочки. Сейчас очень хорошее освещение. Реконструкция шла с июня по октябрь. 1,5 месяца учащиеся и педагоги занимались во вторую смену в другой школе. После возвращения в родные стены всем стало понятно, ради чего пришлось потерпеть неудобства. Сначала я очень сильно удивилась, вообще была удивлена и очень непривычно здесь находиться, потому что, вообще как-то я забываю о том, что это наша прошлая школа. Такое ощущение, как будто это вообще какая-то другая школа, вообще как будто бы не наша. И мне она очень нравится. Здесь очень красиво и светло. Здесь очень стало тепло. И вообще очень мотивация появилась даже учиться. И классы стали просторнее, и вообще коридоры. Мы стараемся аккуратнее вообще относиться ко всему, к партам, к стульям вообще. По словам учителей, много лет они ждали этого ремонта и даже загадывали коллективное желание в Новый год у школьной елки. Последние 10 лет стабильно вешали на елочку пожелания с записками. Да, Анна Владимировна нас научила. И хочу вам сказать, что мечты сбываются. Да, большое спасибо Эдгару и его семье. Мне кажется, что такой школы уже в Абхазии точно нет. И мы это ценим, и мы постараемся поддерживать, конечно же, и чистоту, и порядок, и будем следить за дисциплиной. Вот родители будут нам помогать, я в этом уверена. А результаты по учебе, я думаю, скоро дадут о себе знать, потому что это вклад в будущее наших детей, и он обязательно очень быстро как-то окупится. Родители в эти первые дни приглашают на собрание, показать обновленные классы. Как говорят мамы учеников, они с таким же трепетом ждали этот ремонт, как и учителя. Если честно, даже в самых смелых мечтах мы не могли себе представить такую школу. Мы думали, сделают, как обычно все школы в Абхазии, косметический ремонт. А вернулись мы в какую-то суперсовременную, обустроенную. Кроме реконструкции школы, учителя при содействии семьи Гвазава получили возможность повышать квалификацию в Москве. По словам директора Манана Ардзенба, постоянное совершенствование в их профессии жизненно необходимо. Можно найти новшество, что-то новое для себя. Даже обычный урок, посещаешь обычный урок, и ты невзначай иногда берешь для себя, какую-то галочку для себя берешь, что какой момент урока, как можно использовать для себя.
Вроде бы ты проводишь все уроки как поэтапно, но даже посещая молодых педагогов, всегда можно чему-то научиться. В этой школе обучается 317 детей. 37 из них отличники, 98 хорошисты. Теперь, опять же, при содействии семьи Гвоздова у 5 лучших выпускников каждый год появится возможность стать студентами Московского вуза. Мы предварительно имеем договоренность с университетом РГСУ, общались с ректором, и чтобы 5 лучших выпускников ежегодно с нашей школы имели возможность поступать в этот университет. Работы в школе не завершены. Предстоит реконструировать здание столовой. Его планируется снести и построить современный комплекс, включающий и общепит, и актовый зал. Также здесь появится спортивная площадка. Марианна Котова, Инала Гухава, Абаза ТВ. В центре «Проспект» в Сухуми состоялась лекция председателя Союза журналистов, генерального директора Абаза ТВ Руслана Хашика, организованная благотворительным фондом «Асарке». Аромат 90-х годов – это аромат свободы. Так, с самого начала задал тон своей лекции профессия журналист Руслан Хашик. И какие бы видеоцитаты своих современников он не приводил, все сосредоточено вокруг интересов Абхазии. Владислав Ардин, Башалова Иналыпа, Маргарита Ладария, Фазиль Искандер органично с экрана дополнили самого автора. Национально-освободительная борьба абхазов конца 20 века накладывала на журналистов особую ответственность. По словам Руслана Хашик, довоенная абхазская журналистика и вся информационная работа была частью национально-освободительного движения. Поэтому журналисты в то время были свидетелями ключевых событий и работали они в сложном контексте национального конфликта. В Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба прошел концерт в рамках 4-го международного инклюзивного фестиваля детского и молодежного творчества «Мир без границ». Фестиваль объединяет детей с особыми потребностями и их сверстников, создавая пространство для творчества, дружбы и взаимопонимания. Проект реализуется Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья и Международной ассоциацией матерей детей-инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов России и администрации президента Абхазии. Подробности у Заура Кварчия. Абхазия впервые принимает международный инклюзивный фестиваль «Мир без границ». Его участники, дети с разными возможностями здоровья, приехали из России и районов Абхазии. Ранее фестиваль побывал в Гагре и Гудауте, а завершится 18 октября в Очамчире. Это что, сказки Александра Сергеевича Пушкина? Да, сказки. Понятно. Так вы сразу сказали. Сказки, то есть выдумки. В общем, белиберда. Значит, ты не веришь в сказки? Конечно. На сцене кукольный спектакль по мотивам Пушкина, танцевальные номера и песни. Публика активно поддерживает артистов. Детская энергия чувствуется и на сцене, и в зале. Это фестиваль, инклюзивный фестиваль, международный фестиваль, который придумали мы, родители детей-инвалидов. Когда-то он зародился в Подмосковье, в Московской области, и очень быстро стал разрастаться на всю Россию. И до этого мы проводили его в международном формате, но в Подмосковье. И Абхазия в этом году стала первой страной зарубежной, куда этот фестиваль выехал. И сразу в нескольких районах мы его проводим. Уже прошел в Гагре, в Гудауте. Сегодня Сухум принимает у нас гостеприимная филармония. И завершающий такой аккорд будет 18 октября в Очамчире. И причем туда приедут дети, 2 больших автобуса из Гал и Ткварчал. Инна Орлова отметила, что в программе фестиваля не только выступления, но и мастер-классы по арт-терапии, открытые уроки и обмен опытом между педагогами. Все это помогает детям раскрывать способности и чувствовать себя частью большого творческого мира. Перед началом концерта участников и гостей приветствовала уполномоченный по правам ребенка в Абхазии Мактина Джинджоли. Она поблагодарила организаторов и выразила надежду на то, что фестиваль станет ежегодным. Могу сказать о том, что название этого фестиваля «Мир без границ», оно очень говорящее.
Действительно, мир наших детей очень уникален. Вне зависимости от того, есть ограничения по здоровью или нет, возможности детей, они очень разные. Каждый ребенок по-особенному талантлив. В рамках таких фестивалей есть возможность раскрыть свои таланты, свой потенциал, подружиться. Эти фестивали, такого рода фестивали, это своего рода мостик дружбы между детьми и молодежью России и Абхазии. Я надеюсь, что этот фестиваль будет ежегодным, традиционным. Мы со своей стороны посмотрим, какие были недочеты в организации, в поддержке, и со своей стороны будем больше стараться и расширять границы данного фестиваля. Организаторы подчеркивают, что «Мир без границ» — это не только фестиваль, но и шаг к формированию инклюзивного общества, где у каждого ребенка есть возможность проявить себя. Проект реализуется Ассоциацией родителей детей-инвалидов Подмосковья и Международной ассоциацией матерей детей-инвалидов при поддержке Фонда президентских грантов России и администрации президента Абхазии. Для юных артистов этот фестиваль не просто сцена, а доказательство того, что творчество действительно не знает границ. Заур Кварча, Инала Кухава, Абаза ТВ. Анонс предстоящих культурных событий. 27 октября состоится уникальный концерт, совместное выступление Государственной хоровой капеллы Республики Абхазия и солистов Абхазской филармонии. Концерт приурочен к юбилею Надара Чанба, народного артиста Абхазии, дирижера и композитора. На сцене Абхазской филармонии выступят солисты Нана Черкезия, Елена Анквап, Альдона Цко, Нукзар Какали, Алхас Ферцба, партия фортепиано Астанда Джикерба. Дирижеры концерта Мадина Чачхаля и Барас Куджба. Ведущая, заслуженный работник культуры Республики Абхазия Асида Царгуш. Начало концерта в 19:00. А в завершении выпуска прогноз погоды. В выходные дни 18 и 19 октября ожидается переменная облачность. В субботу без осадков. В воскресенье временами дождь разной интенсивности, гроза. Атмосферное давление повышенное, ветер слабо умеренный 2,7 метров в секунду. Местами возможны порывы до 10-15 метров. Температура воздуха ночью от 9-14, днем от 15 до 20. Температура морской воды плюс 18, относительная влажность воздуха 60-80%. А на этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и хороших выходных.